Я всегда говорю, что посол может быть эмоциональным человеком, но не может быть эмоциональным послом. То есть я несколько дней как бы наступал на горло эмоциям, проверял, перепроверял, внимательно читал и слушал, что говорит Лукашенко, что пишет Белта, что, наконец, с большим опозданием в качестве ориентировки материалов прислал родной МИД. Конечно, ситуация очень сильно менялась. Была видна целая волна ошибок, волна неуважительного отношения к народу, когда было видно, что власть оторвалась. Я не думаю, что и раньше была особая большая обратная связь. Но раньше, что называется, спасала нечеловеческая интуиция, сами знаете кого, которая с определенного момента перестала работать. Я верю, как я чувствую, что, наверное, все-таки Тихановская выиграла выборы. Или в лучшем случае для Лукашенко он как минимум не выиграл в первом туре. Ну а дальше пошла вот эта реакция власти, которая была совсем неадекватна. Я всегда говорил, что я как дипломат, я понимаю, я был бы удивлен, если бы иностранные государства, иностранные спецслужбы не попытались бы воспользоваться ситуацией. В конце концов, разведку никто не отменял. И интересы политические, геополитические государства любого тоже никто не отменял. Но если бы не было повода, если бы народ не был бы заведен, все разведки мира вместе взятые ничего такого бы не устроили. То есть, конечно, я видел боевые группы таких, скажем честно, конечно, я видел инструкции Нехты, но хорошо, но 90% людей, 95%, может даже больше, это были люди, которые были элементарно недовольны тем, что их обманывают, что их голос не учли. И, конечно, то, как потом пошли все эти разгоны, это не сильно добавило оптимизма. Вы помните, что там, наверное, что 3 дня там были перебои с интернетом. Когда они закончились, я, моя семья стали очень аккуратно как-то выходить на знакомых. Но вы понимаете, что человек, который 20 лет был около власти, его знакомыми не могут быть проститутки, наркоманы и безработные. То есть картина была достаточно четкая. И несколько дней понадобилось, 3 дня, если честно, на то, чтобы решиться на такой шаг. Мы с женой гуляли вокруг этого Братиславского града, выключив на всякий случай мобильные служебные, белорусские. И думали, я говорю, что я не могу, я должен этот Рубикон переступить. То есть первая мысль, да, без работы, да, в никуда, но это как бы, да, увольнение, но это как бы само собой. Честно говоря, боялись провокации, боялись за родственников, боялись за детей. Ну и сразу отвечая на этот вопрос, скажу, что, к счастью, ничего такого, кроме увольнения и лишения вдогонку дипломатического ранга, ничего провокационного пока не произошло. Это щелчок по самолюбию. Что такое дипломатический ранг? Это как генеральское звание у военных. Вот выходит военный в отставку с правом ношения формы. Он может подписаться: я, генерал в отставке, носить форму. То есть дипломатический ранг – это на самом деле пожизненный титул. То есть человек уходит в отставку, то есть до этого я мог подписываться: Игорь Лещеня, чрезвычайный полномочный посол, точка. Мог заказать, как в воду глядел, не заказал, и шить себе дорогущий парадный костюм посла. То есть это такое, как бы скажем так, морально-назидательное унижение. Мелочно, но это природа нашей власти. У меня просто было право напрямую писать Лукашенко те мысли, которые по должности, эта должность давала такое право, которые я считал, что нужны, даже если начальники, которые были между мной и им, это не считали, но конечно, это было чревато шишками, которые набивались, осложнением отношений. В то время я был очень горд, что я в ноябре 2002 года на узком совещании оказался единственным человеком, который
додумался и не испугался предложить некий компромисс по кризису вокруг консультативно-наблюдательной группы ОБСЕ. То есть это было очень интересное время. На востоке мухи и котлеты, на западе мы фактически выжили за пределы Беларуси консультативно-наблюдательную группу ОБСЕ. И ситуация была внешнеполитическая очень неспокойная. И особенно на западном направлении практически почти как сейчас. Все обрубалось. Вот я был единственный, кто предложил этот компромисс. Весь декабрь 2002 года я провел на переговорах в Вене. Один раз приезжал, докладывал президенту в составе узкого совещания. Я должен был решить кризис до 1 января. И 30 декабря 2002 года от имени правительства Республики Беларусь я подписал меморандум о новом статусе присутствия ОБСЕ в Беларуси. После этого я был не публичным, но реальным координатором взаимодействия всех белорусских министерств с новым офисом ОБСЕ. Я знаю, что увеличивается количество тех, кто уходит. Я пытаюсь следить, но я всегда веду очень корректно. Я никогда сам не выхожу на тех, кто еще работает в министерстве, чтобы их не провоцировать. Это выбор каждого человека. Есть те, которые по каким-то причинам не могут уйти, потому что дипломат очень специфическая профессия. Я сейчас не жалуюсь, я не бедствую пока. Но я тоже ушел в никуда, и я не знаю, когда, через сколько месяцев я найду работу. При этой власти точно нет. В Беларуси все слишком хорошо схвачено. Не говоря о том, что посол с 20-летним стажем не может пойти работать на ту должность, на которую пойдет работать студент. Я думаю, что, во-первых, я убежден, что большинство тех, кто остался в МИДе, они себя чувствуют некомфортно и в душе не поддерживают. Да, мы сейчас можем сказать, что система власти тает, как айсберг, который отломался от льдины и течение дрейфует к экватору. Я думаю, что сейчас и МИД также дрейфует. Второе, МИД, конечно, очень изменился. Не очень, но менялся постепенно. Не буду говорить много, скажу одну фразу. Умный поймет. Я верю, что очень скоро эпоха черных полковников в МИДе закончится. Понятно, что человек, который получил 80% голосов избирателей, не будет делать инаугурацию в тайне, опасаясь тех 20, которые с ним не согласны. Арифметика – это серьезная вещь. Это если про инаугурацию. Это означает, что власть чувствует, она может говорить что угодно, но на уровне подкорки головного мозга она понимает, что она нелегитимна. Второе, про демонстрации, если мы уже затронули эту тему. Конечно, я лично удивлен. Я не думаю, что на 50-й, 51-й день будут демонстрации. Я говорил, что они будут таять. Я говорил, что это долго и мучительно. Кстати, долго и мучительно не отменяется. Я говорил, что это может быть как пожаром на торфяном болоте белорусском, когда сверху огонь собьешь, а внизу торф тлеет и образуются большие выгоревшие пространства. И тот неосторожный путник, который идет по торфяному болоту, ну, например, Александр Григорьевич, может просто провалиться туда. То есть, конечно, демонстрации, они раскачивают власть. Но если мы перейдем от темы демонстраций, что дальше, как дальше и насколько это эффективно, то я убежден, что
что-то изменить может только комплексное воздействие различных факторов. Это демонстрации, это работа с рабочими на предприятиях, то, что было упущено, это отдельная сказка. И это в том числе и легальные средства, которые тоже нужны. Я намекаю на свою инициативу продвижения, про новое движение, особенно если ситуация будет достаточно долгой. Ситуацию можно извинить, власть можно поколебать, используя все возможные методы. И при самом неблагоприятном развитии ситуации, а пока она, благодаря многочисленным ошибкам и тоннельному видению многих революционеров, она идет в долгую, вот наличие легальной структуры, которая может быть создана и зарегистрирована по закону власти, и, соответственно, участие в которой не влечет за собой, скажем так, увольнение, и которую нельзя назвать незаконной, как Коалиционный совет, это тоже может быть очень важная площадка. То есть речь еще идет, ситуация может быть решена давлением на нескольких уровнях. Я считаю, что регистрация и создание легального, в соответствии с действующими законами, легального, широкого общественного движения возможно при определенных условиях. Когда есть давление на власть со стороны демонстрантов, когда есть давление на чиновников, это может быть при определенной ситуации каким-то выходом, который может быть избран в том числе из власти. Но еще раз, не само по себе. Вот я Лещеня, вот Лукашенко. Он меня в упор видеть не будет, если я олицетворяю движение. Только при определенной ситуации это быть можно. Плюс, если уж мы говорим про движение, или должен быть следующий вопрос, почему оно нужно, почему нужно это? То есть Коалиционный совет это один уровень. Сейчас, когда Тихановская наконец определилась в том, что она все-таки избранный лидер нации, это мы возвращаемся к исходному пункту. Это орган транзита власти. Это политическая структура, которая борется за власть. И это и структура, скажем сразу, которой не все готовы принять. Я ездил по Беларуси, есть люди, которые за то, чтобы уходить, но они очень подозрительно смотрят на Коалиционный совет. Раскрываю карты. 17 августа на меня вышли люди, которые предложили мне, сказали, что они внесут мою кандидатуру в состав движения. Они это сделали, дальше ничего не было. Но было кое-что дней 40 спустя. Как-то совершенно случайно на одной нейтральной площадке я столкнулся с действующим членом Коалиционного совета. Он оказался тем самым человеком, который одному из организаторов движения давал заявку на включение меня в состав этого движения. И он был очень удивлен, то есть он был до нашей встречи, он был уверен, что после этого со мной как минимум поговорили. И мое неучастие в движении является, видимо, результатом этого разговора. Тот, кому он давал эту заявку, впоследствии стал одним из лидеров этого движения. И недели две после получения этой заявки уверенно сказал в интервью, что кроме Павла Латушко ни один чиновник и близко не видел. Поэтому вопрос, если единственный чиновник, который, сломав себе как бы жизнь и этому поддержал, который имеет опыт, не нужен движению, что это говорит? Это говорит о том, что был некий замысел, и что некая группа людей, представителей штабов 3 президентов, увидели там не революцию, а себя в революции. И состав был подобран таким образом, чтобы никто более опытный не мог им звездить. Во-вторых, это намек, это очень четкий сигнал всем чиновникам. Вот один рыпнулся,
поддержал, но его там нет. Значит, нас там не ждут. И в самом деле не ждут. Это структура, которая имеет некий такой закрытый формат, и который не предполагает в том виде, как она есть, присоединение к ней неких знаковых фигур. Тем более, что сейчас там непонятно, кто как принимает решения, и тем более, что последнее объявление было о том, что новые члены Совета будут набираться из 5000 представителей расширенного Совета. Вы себе представляете видимого чиновника, который решился помочь движению и который будет подавать заявки как 5189 член расширенного Совета. Чиновник, он начнет думать, это не так просто, когда он увидит четкого лидера с четкой программой, который скажет, куда идти. Да, я еще не успел уехать из Словакии, меня тоже об этом спрашивают. Спрашивал премьер-министр Словакии накануне саммита по Беларуси, спрашивали и другие. Реально санкции Запада могут иметь только некую моральную силу. Сразу отметаются экономические санкции, потому что они бьют по народу. А те, кто является силовой опорой власти, они будут беднеть в последнюю очередь. Индивидуальность, то есть это морально, да, мы тебя не пустим в Евросоюз. Ну все. Блокировать счета, ну это по-моему, совершенно понятно. Вы верите, что есть счет на имя Александра Григорьевича Лукашенко? Я не верю. Или на имя там можно перечислять других чиновников. Вопрос не о том, может быть, они честные, может, у них нет счетов. Но если бы в этих условиях они бы открывали счета, то, наверное, явно не на свое имя. То есть санкции – это только моральная поддержка, к сожалению, и это реальность политических инструментов на эту власть, к которым эта власть была бы чувствительна, у Евросоюза практически нет. Я внимательно слушаю тех, кто говорят, что это было по наитию. Я слушаю внимательно тех, которые говорят, что было много заготовок, которые просто раздали революционным людям. Может быть и так, и так. То есть, конечно, здесь есть логика протеста. Особенно после того, когда нынешний государственный флаг, кстати, я хорошо отношусь к обоим флагам, стал флагом автозаков. Это очень такая специфическая реклама, не знаю, о чем они думали. То есть это логика протеста. Но опять-таки, это логика протеста. Я не исключаю, что особенно для молодежи это некий протестный фэшн. Я не исключаю, что через 3 месяца или... Ну, давайте пофантазируем. После победы революции, когда все уляжется, этот фэшн пройдет. Плохо другое и важно другое, что многие, особенно власть, попытались использовать это, чтобы организовать войну флагов. Но дело в том, что на автомате нынешняя власть, то есть как на автомате не на том автомате, с которым там бегали, в смысле автоматически. Я думаю, что нынешняя власть автоматически использует идеологические наработки 95-го года, 96-го года, когда червоно-белый стяг ассоциировался с БНФ, с оппозицией Лукашенко, так же, как и белорусский язык, кстати. И вот этот референдум по смене флага, который тогда был, он частично был направлен на то, чтобы вот этот вот символ оппозиции тоже убрать. И тут же так очень, кстати, история про коллаборационистов. Хотя на самом деле, и для этого достаточно погуглить, нет таких исторических или основанных на исторической символике национальных флагов новых независимых государств, которые были оккупированы советскими республиками, которые бы не пытались использовать пособники фашистов. То есть мы можем найти и нынешний российский государственный флаг в руках у Власова, у генерала Власова, который под этим флагом, кстати, под конец войны освобождал Прагу, и у многих других. Поэтому, конечно, это очень удобно. Одним ударом избавляешься от тех, кого нынешняя власть называет оголтелыми националистами, и втаптываешь их
и мешаешь их сразу с фашистами, паразитируя на народной памяти, когда в каждой семье кто-то был убит во время Отечественной войны. Сначала я бы их поздравил. Поздравил с тем, что они стали не просто взрослой нацией, но они стали реальным обществом и активной нацией. Они стали гражданским обществом. Они почувствовали друг друга. То есть то, что люди изменились. И вот эти вот дворовые коллективы, когда целые микрорайоны становятся, то, что вот надо говорить умным языком, вот субъекты там, общественной политической жизни, это очень важно. Поздравил со взрослением и с востребованием и осознанием своих гражданских и политических прав. Это, кстати, о птичках, то, про что мое движение. Во-вторых, я сказал бы им, что они обязательно победят. Но революционный задор юности должен проходить сквозь призму здравого смысла или рассудка. Нет более удобного времени, чем революция, для реализации неких иных замыслов, которые называются революционной пеной.